Центр детского творчества функционирует в нашем городе чуть более полувека. В настоящее время здесь действует 31 объединение, в которых занимаются свыше 1700 ребят. И эта цифра пополняется с началом каждого учебного года. Как признаются методисты и педагоги дополнительного образования, они всегда рады видеть пополнение в своих кружках. В Центре детского творчества ежегодно у нас сложилась традиция проводить Дни открытых дверей в первой половине сентября. Тем самым мы способствуем помощи педагогам набрать детей в группы, учителям проводить факультативные занятия, то есть обеспечить досуг ребятам, которые к нам приходят. Все ребята у нас могут выбрать себе занятия по 4 направлениям. Это художественно-эстетическое, прикладное, техническое и спортивно-оздоровительное направление. Все ребята у нас могут также участвовать и участвуют в городских, республиканских, зональных и российских конкурсах и занимают, естественно, призовые места. Мы всех приглашаем к нам и желаем творческих успехов и побед в учебе. Одна из самых интересных и при этом одна из самых трудоемких секций в Центре детского творчества – это авиамодельное объединение «Седьмое небо», руководителем которого является Надежда Резвова. На протяжении 2 десятилетий она обучает ребят искусству макетирования самолетов. За эти годы Надежда Васильевна воспитала 8 поколений юных инженеров. Всего кружок авиамоделирования посещает более 50 школьников от 7 до 15 лет. Кто-то еще мечтает стать военным летчиком, а кто-то из выпускников Надежды Резвовой уже учатся в авиационном университете. Ребята, в общем-то, даже маленькие начинают работать инженерные, то есть у нас чисто инженерная работа. Простые вещи – это планерки толкательные, ножки, модельки – это первая наша работа. После этого уже посерьезнее начинается работа. Уже комнатные модели, которые весят 8 грамм, это уже модели для соревнований. Мы ездим в соревнования. На столах, посмотрите, уже модели полукопии. То есть ребята изучают историю самолетов, делают модели, защищают эти работы. Весной мы были в Салавате на слет юных техников, и впервые за историю 23 слетов юных техников 4 места из 5 были наши. 1, 2, 3, 4 ребята заняли наши. Игорь Беланов на стенде 1 место занял, Половнев Артем 2, Денис Ермолаев 3 и Колесников Артем 4 место. Это говорит о том, что мальчишки, в общем-то, растут, мы на месте не сидим, ребята развиваются. У нас 3 ребят учатся в авиационных институтах, наши выпускники. Поэтому мальчишки, которые работают на производстве, они, в общем-то, умельцы на все руки. Сегодня же посетить Центр детского творчества со знакомительной экскурсией пришли учащиеся 2 вторых классов школы номер 6. Некоторые из ребят уже увлекаются творчеством и намерены ходить на занятия в ЦДТ регулярно. Мы идем на день открытых дверей, посмотреть там на кружки. Да. А ты чем любишь заниматься сам? Чем я люблю очень сильно заниматься? Вообще-то я мастер по лепке. Я, когда приезжаю домой, сразу иду лепить. Я рисую хорошо. Хожу в танцевалку, танцую башкирские танцы. А в каком ты классе? Во 2. В очередной раз Центр детского творчества открывает свои двери активным и талантливым сибайским ребятишкам. В очередной раз ряды его воспитанников пополнятся. И по прошествии некоторого времени горожане увидят и услышат о новых ярких звездочках, которые зажгут методисты и педагоги Центра детского творчества. Евдокия Титаренко, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.